образовании. Меня эта тема затронула просто как гражданина. Мой сын учился в полилингвальной группе в Эрудите, в детском садике. Я очень Богу за это благодарен, потому что мы даже не планировали этого делать, это произошло само собой. Он был единственный русский мальчик в группе, и могу такой забавный пример рассказать, он какие-то осетинские слова говорит, когда уходит там из садика, говорит, ход жижа, и пошли они, значит, из садика, идут в магазин куда-то, и он уходит, потом, до свидания. Супруга его спрашивает, почему ты не сказал по-осетински ход жижа? Он говорит, они не в садике, они не понимают. То есть для него садик стал действительно территорией осетинского языка. И я хочу со всей ответственностью это сказать, что это большое благо, и популяризировать осетинский язык мы должны не только, собственно, среди осетинской среды, но и среди тех других народов в России, которые здесь проживают, в частности, и среди славян, грузин, армян, среди всех. Потому что, безусловно, это обогащает, и это нужно делать с самого детства. То есть вот этот проект полилингвального образования, он еще раз ярко свидетельствует о том, что в России созданы все возможности для изучения языков народов России, и все, при желании, конечно, имеют эту возможность. Безусловно, это нужно масштабировать, безусловно, это нужно культивировать, я сказал. И, в общем-то, наша сегодняшняя конференция, это как раз вот такое, как можно сказать, я надеюсь, вектор в деятельности Министерства по национальной политике на будущее.